Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся вірно служити народу Республіки Білорусь. Цирк какой-то. Мы против того, вот этой... Это ненормально, 100%. Да, это инаугурация прошла вообще, он никого даже не предупреждал, и нам это конкретно не понравилось. Ну, здається, що це було заплановано як нечто таємне, щоб ніхто не ведав, що це відбудеться. Ну, во-первых, я этого не знала. Это раз. Во-вторых, насколько я знаю по Конституции, вообще-то он наш президент. И то, что происходит в нашей стране, если честно, для меня, я просто нахожусь в легком шоке. Я одна воспитываю 2 детей несовершеннолетних, и мне, если честно, было, конечно, страшно. Вот. Я не совсем понимаю, что происходит, поэтому, я жду пока, что будет дальше. Очень надеюсь, что все-таки в нашей стране установится покой и порядок. Это позор, как сказал Латушка, ошибка истории для нашей страны. А с другой стороны, это очень смешная ситуация. То есть узурпатор закрылся за дверью, он даже не вышел ни на красную дорожку, ничего не объявил, не организовал. Просто закрылся со своими силовиками и чиновниками. И вот они, все эти злыдни вместе, сели, там что-то отпраздновали. Мне кажется, это такой прощальный банкет, и люди, оторванные максимально от реальности, они не понимают, что происходит. Вот, поэтому мы ждем нашей победы. Нет, не знал. Как и большинство не знали. Но отношусь к этому плохо, потому что инаугурация – это та часть деятельности президента, за которую мы голосовали. То есть, даже если мы его выбрали, то он должен был заранее сообщить. Так что я категорически против. Не совсем хорошо, конечно, это все. Должно быть все, как говорится, объяснено, и чтобы люди могли полно посмотреть по телевидению хотя бы этот процесс. Отрицательно должны все знать. Интересно, почему это скрыто от народа, интересно, зачем прятаться. То есть явно человеку не по себе, возможно, боится при нас это все сделать, при поддержке своего народа. Выборы были, состоялись. Почему не быть инаугурацией? Закон – это итоги выборов. А вот срок инаугурации выдержан. Все. Я, правда, по телевизору не видела данное событие, но надеюсь, что я всегда программу «Время» смотрю, и надеюсь, увижу. Я очень даже хорошо к этому отношусь. И хочу сказать, я, конечно, человек уже не молодой, за 70 мне уже далеко, но когда Лукашенко впервые баллотировался в президенты, раза 2 я голосовала против него. А потом я увидела, что он действительно человек слова, дела, и я теперь голосую за него. Почему? Боится, потому что. За него не 80%, значит. Боится своего народа. Что я скажу? Наверное, не 80%, если процесс такой длительный и в таком, инаугурация проходила в такой обстановке. Значит, не 80%, понимаете. Наверное, не верит в то, что это будет спокойно, что люди выступят, в общем-то, испортят ему праздник. Вот и все, наверное, понимаете. Потому что он не хочет, чтобы это было праздником. Потому что когда люди выходят, празднуют, то у нас сразу же появляются наши правоохранительные органы, которые праздник нам делают совсем не праздничным. Вот, поэтому видим то, что происходит. Люди обиделись именно потому, что не 80%, потому что очень многие голосовали именно, наверное, за кого-то другого. Вот. Но почему тайно? Я думаю, может быть, для того, чтобы не было больших беспорядков в городе. Скорее всего, поэтому. Тут не може бути ніяких других версій. Коли це робиться таємно, значить не 80, не криху менше, а значно менше. Мы видим, какую неделю подряд идут эти митинги, то, что наше население, белорусские граждане Республики Беларусь против
Лукашенко, нашего Александра Григорьевича. То есть то, что хоть за даже не слухи, а это я готова поспорить, просто то, что, ну, эти, голоса он сам себе сделал. То есть другие, большее количество, вот наша семья, мой муж, мы голосовали совсем за другого президента. Ходили, да. Хотелось, чтобы поменялось. Хотелось, да, чтобы поменялось, потому что, нас наш Григорьевич Александр, не устраивает. Какой уже 6-й десяток, никак не уйдет. Как-то так. Не было 80%, поэтому некому праздновать, кроме своих чиновников, которые нарисовали эти 80%. То есть некоторые вещи в нашей стране происходят, которые нет смысла комментировать. То есть бред нельзя комментировать, потому что это в принципе бред. То есть аксиому не надо доказывать, потому что это аксиома.